Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук з варшаўскай студыі, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А абмеркаваць тое, што адбываецца ў Беларусі, у свеце, у літаратурным сусвеце, і, можа быць, праз літаратуру паглядзець, праз прызму літаратуры паглядзець на падзеі ў Беларусі, мы сёння зможам разам з маім госцем, з намі на сувязі пісьменнік Саша Філіпенка. Добрый дзень, Саша. Добрый день. Саша, давай, можа быць, пачнем з літаратуры і тваёй літаратуры. Дакладней, вот што чуваць, як працуецца, якія навіны ёсць, што паспеў зрабіць. Я бачыў пэўныя допісы у Фейсбуку пра кнігу перакладзеную, але ад цябе давай пачуем, вот чым бы хацеў сам пахваліцца. Ну, хвалиться особенно нечем, мне кажется, и вообще не нужно никогда хвалиться. Есть какие-то хорошие новости относительно того, что бывший сын все переводит на многие языки. Вот сейчас он вышел в Германии, какие-то очень хорошие отзывы в Германии, и в Австрии, и в Швейцарии, и в связи с этим много интервью. Я за это время написал пьесу, которая называется «Тихари», и это такой суд, в котором судят врача за то, что он отказался лечить ОМОНовца, и это такая моральная проблема, и в общем, такое судебное разбирательство. И в финале все зрители, которые находятся в зале, или зрители, которые смотрят в Ютубе онлайн-трансляцию судебного процесса, должны голосовать, виновен ли врач или нет. Вот, виновен ли врач в том, что отказался лечить ОМОНовца. Да? И через этот суд я рассказываю все, что происходило в Беларуси в 2020 году, и эта пьеса у меня была заказана театром в Санкт-Петербурге. В последний момент театр отказался ее ставить. Мы попытались поставить ее в Москве в нескольких театрах, и все нам сказали, что сейчас нельзя вообще ничего о протестах, и тем более о том, что связано в Беларуси. И вообще в российских театрах будет все больше классических пьес и все меньше современных. Но мы не отчаиваемся и пытаемся ее поставить. Ну и я как-то все занят уже несколько лет романом, который пишу. И сейчас, наверное, как у всех нас, тяжелее как-то справляться с работой и выделять времени, потому что там, я все больше сосредоточен на написании каких-то открытых писем, интервью, текстов. Но мне кажется, что жаловаться в этом смысле тоже какое-то такое кокетство авторское, потому что когда наши друзья сидят в тюрьмах, и жаловаться на то, что ты не находишь времени на то, чтобы заниматься собственным романом, мне кажется, что это довольно странно. Поэтому в этом смысле мне кажется, что у меня все хорошо. Ну, я б не назваў гэта скардзіцца. Справа ў тым, што вот як ты правильно заўважыў, шмат у каго вось тое, што адбываецца ў Беларусі, як пачало са жніўня, так і да сёння, шмат каго гэта, ну, я так не ведаю, як тут назваць правильно, ну, але, скажем, Анастасія Шпаковская ў свой час сказала, што вот просто не магу пісаць песні, не магу. А тым больш уявіць, што я выходжу на сцэну і спяваю. Ну, прайшоў вось час, па весне ўсё ж такі я бачу, што і Наста змагла вот неяк это перажыць, перайсці праз гэта і ўжо выступае. Вот днямі да мяне прыходзіў лідар гурта «Дзецюкі» Алесь Дзенісаў, які таксама сказаў, што ну вот не магу, гляжу, чытаю навіны, гляжу, што адбываецца, і не магу нічога пісаць. Так што тут нічога, ніякага скарджання няма, гэта звычайны такі стан, але от наколькі ўсё ж такі, на твой погляд, гэта ну, нармальны стан, калі творчы чалавек ну, з-за падзеяў, якія ёсць, не можа цалкам аддацца творчасці. Ну, мне кажется, что это какое-то такое испытание, через которое мы все должны пройти. Еще, ну, я очень хорошо понимаю людей, о которых вы говорили сейчас. Там, в этом смысле действительно сложно отвлечься, когда ты с утра читаешь новости, когда ты сам пытаешься доносить какие-то новости в европейской прессе, да, и рассказывать о том, что у нас происходит, и готовишь материалы там, в течение нескольких недель. Там, условно, я сейчас пишу исторический роман, да, и перенестись
и погрузиться там в собственный там, в 1941 год, в котором у меня происходит допрос, с одной стороны просто, потому что многое повторяется, да, а с другой стороны все-таки сложно абстрагироваться от того, что там мы сейчас видим. И в этом смысле, конечно, я не так сосредоточен сейчас, но просто мне кажется, что это а, единственное, на что это повлияет, на то, что книга будет писаться дольше, да, там, чем обычно. Обычно я пишу роман 2 года, там, сейчас я понимаю, что это там будет 3, там, может быть, больше. Но мне просто кажется, что в этом смысле сейчас важнее то, что я могу сделать, там, отложив книгу, важнее те статьи, которые я могу написать, важнее те интервью, в которых я могу рассказать о том, что происходит у меня в стране. И в этом смысле там для меня нету какого-то такого там большой травмы сейчас из-за этого, да, я там точно понимаю, что я сейчас должен делать, и что если у меня остается время на то, чтобы заниматься сейчас романом, я занимаюсь романом. Если у меня остается времени, это, безусловно, меня не радует, но какие-то приоритеты, которые я сейчас перед собой поставил, они, очевидно, в сторону того, чтобы там Мария Колесникова, Максим Знак, Саша Василевич оказались на свободе. И когда они будут на свободе, я смогу сосредоточиться на своей книжке. Дарэчы, калі ўсё ж таки загаварылі пра ну поспехі не поспехі, тут не хвалімся, а просто ўзгадваем. Я бачыў навіны, што ўсё ж таки скажем, того ж самага былога сына і паставіў беларускі тэатр, які зараз знаходіцца вымушана ў Кіеве. Да, да, я, к сожалению, видел только онлайн-версию спектакля, и об этом тоже, ну, я не знаю, можно говорить, ну, вообще просто в какой мы оказались ситуации, когда в 2021 году театру не дают сыграть пьесу по книге, которую, как мне кажется, уже все давным-давно прочли, хотя вдруг оказалось, что в 2020 году есть еще люди, которые ее не прочли, да, по книге, которая переведена на там сейчас, по-моему, на 7 языков. И в этом смысле это такой абсурд, что, во-первых, серьезному давлению подвергались артисты и режиссеры. Мы сказали, что если они сыграют в Минске, то будут арестованы и все они, и все зрители, которые придут на спектакль. Им не дали не то, что сыграть спектакль в Минске, им не дали репетировать в Минске. Одна за другой площадки отказывались. Они сняли в квартире прогон, да, и после этого играли уже в Киеве с другой труппой, с киевскими актерами, да, там еще не все актеры смогли выиграть. И это, конечно, какая-то совершенно сюрреалистическая ситуация, когда премьера спектакля переносится из одной страны в другую, потому что мы не можем в своей собственной стране сыграть спектакль. Я могу только восхищаться актерами, которые, несмотря на все это давление, приходили на репетиции, репетировали в квартире дома, да, не на сцене где-то, где они могли бы играть. Да. В этом смысле я очень благодарен театру. У меня, к сожалению, не было возможности посмотреть самому постановку, скажем, как я видел в Москве, там, постановку по Красному Кресту. И в этом смысле там актеры вызывают только восхищение. Саша, яшчэ один момант літаратурна, ну можа быць літаратурна-палітычны. Шмат ужо часу сітуацыю тое, што адбываецца ў Беларусі, параўноўваюць альбо з раманамі Кафкі, альбо з 1984 Оруэлла, ну ці скотны двор узгадваюць. Але наколькі вот все ж таки адпавядае, наколькі ну вот погляд як пісьменніка, як літаратара, наколькі адпавядае, ці можна параўноўваць увогуле, ці мы як заўсёды вот Беларусь жа ж нейкі свой такі арыгінальны шлях ва ўсім, так і тут і параўнаць немагчыма. Ну, мне кажется, во-первых, и не нужно. Во-вторых, мне кажется, что если бы Кафка или Орвелл увидели то, что происходит в Беларуси в 2021 году, они, безусловно, переписали бы свои книги или сделали бы их еще точнее и многое добавили бы. Безусловно, мы видим каждый день новости, которые нету различий там. Я не то чтобы хотел рассказать о себе и поставить себя в один ряд с Кафкой и с Орвеллом, но в том же «Бывшем свине» есть момент, когда главный герой смотрит новости, и он слушает диктора, который рассказывает новости по белорусскому телевидению,
И я взял отрывок из Замятина и полностью цитирую целый абзац Замятина. И многие читатели, которые читают там, или в Беларуси, или в России эту книгу, или читают ее в Германии, они не понимают, что это отрывок из Замятина. Они мне говорят, как вы точно передали новости в Беларуси, и какой у вас там бред, говорят по телевизору. Вот, ну, они даже не понимают, да, что это там прямой отсыл там, к какой-то антиутопии. В этом смысле, мне кажется, что мы давно уже у нас стерта эта грань реального, нереального, и мы внутри страны и снаружи уже как-то к этому привыкли и перестали даже смеяться уже по этому поводу. Когда ты рассказываешь новости там друзьям или просто коллегам-журналистам за границей, в Германии, в Швейцарии, в Австрии, они просто не верят в то, что это происходит. Ты тратишь очень много времени на то, чтобы какую-то такую преамбулу, да, рассказать, какую-то увертюру перед тем, как рассказать новости, и как вообще это возможно, все, что происходит. Поэтому, мне кажется, очень долго отвечаю на ваш вопрос, что, безусловно, можно сравнивать. Другое дело, что жизнь там, Республика Беларусь каждый раз показывает бессилие авторов антиутопии, да, и показывает то, что можно писать еще точнее и проваливаться за это дно все ниже, ниже и ниже. Дарэчы, вось гэтыя словы пра тое, што замежнікі не вераць у тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта рэчаіснасць, рэальнасць. Я чую не адзін раз. Вось буквально некалькі дзён таму размаўляў з Александром Фрыдкіным, гісторыкам, доктарам, які жыве ў Берліне. І ён кажа, вот размаўляю са сваімі калегамі, там, навукоўцамі, яны не вераць. Ну, кажуць, ну ты прыдумліваеш ці утрыруеш, не можа такога быць. Ад палітыкаў таксама часам чую такое, што расказваюць палітыкам, калегам, асабліва там з краін, можа быць, далей, якія ад Беларусі, там не Польша, а ўжо там Францыя, Іспанія, там і таксама не вераць. Атрымліваецца ўсё ж такі праз інтэрв'ю, праз размовы у вас давесці людзям, што гэта праўда, гэта рэчаіснасць, гэта насамрэч гэта здараецца. Вот чым цікавяцца журналісты замежных СМІ, калі звяртаюцца па інтэрв'ю, і ці заўсёды вот не было такого, калі кажуць, Саша, здаецца, вы тут нешта як пісьменнік утрыруеце ці там прыдумляеце такую сваю творчасць да апісання падзеяў Ну, далучаеце. Мгм. С журналистами, мне кажется, проще все-таки, потому что там журналисты, с которыми я контактирую, они понимают, о чем идет речь, когда они со мной связываются. Они связываются со мной, потому что они находятся в контексте Беларуси, да, и они понимают. Другое дело, что там, например, вот пример из моей жизни. У меня сын играет в местной футбольной команде. И во время тренировки я разговариваю с отцом другого мальчишки, который швейцарец, и он говорит: ну да, вот Лукашенко 26 лет у власти, но ведь и Меркель 26 лет у власти. Ну да, у вас разгоняют демонстрации, но условно и ковидников ведь разгоняют в Германии. И ты в этот момент понимаешь, что ты совершенно обезоружен, и что можно дальше продолжать разговаривать про футбол, потому что нет никакого смысла разговаривать дальше в каких-то вот в этих сравнениях, да. И я замечаю, что люди действительно не понимают разницы, да, как Меркель приходила к власти, как работает телевидение, как работают партии в Германии, как работает вообще весь этот механизм выборный, да, как он работает в Беларуси. Он не понимает, как работают разгоны демонстраций в Беларуси, как это происходит в Германии. И в этом смысле я думаю, что многие люди на Западе, если они жили всю жизнь в Швейцарии, ездили в Германию, во Францию и видели какую-то старую Европу и никогда не были у нас, им действительно сложно просто... Во-первых, они не знают по-прежнему, не нужно бояться, они по-прежнему не знают, где Беларусь находится. Это где-то вот там. Это где-то там между Россией и Грузией, внутри Вильнюса и за поворотом от Варшавы. Они не понимают, где это. Да? И в этом смысле очень часто, когда ты пишешь какой-то текст, тебе нужно начать с того, чтобы на карте показать, где находится эта страна, в которой сейчас случилась гуманитарная катастрофа, и объяснить, что она находится в центре Европы. И мне кажется, в этом смысле мы сами виноваты. У нас было 26 лет, чтобы становиться страной, которую знают лучше. Да? И сейчас как-то нас узнают исключительно из-за таких вот ужасных вещей. Поэтому, долго отвечая на ваш вопрос, с журналистами нет, я не сталкиваюсь с обывателями, с людьми на встречах. Да, такое бывает ровно потому, что они не представляют, где мы находимся, они не представляют масштабов трагедии,
они урывками слушают. Мы думали, что нам сопереживает вся Европа все эти месяцы, да, а практика показывает, что Европа начала как-то пристально следить за нами после ситуации с самолетом. Как только это коснулось действительно европейцев. Да? До этого было уже 40 тысяч человек, которые прошли через тюрьмы, до этого были пытки, до этого были убийства. И все это вызывает, как обычно, озабоченность, но не более того. Саша, тое што вы зараз пішаце, вот вы сказалі шмат зваротаў адкрытых лістоў, мы памятаем гэты адкрыты ліст, які вамі быў напісаны кіраўніку міжнароднага чырвонага крыжа. Ён тады нарабіў шмат шуму і нешта можа і змянілася ў падыходах чырвонага крыжа. Зараз да якіх тэм звяртаецеся, каму звароты? Ну і можа быць пра гэтую сітуацыю з Крысцінай Тимановской. Да, но в этом смысле мне сейчас проще, я могу не писать иногда, как подготовлю текст, потому что ко мне обращаются просто за комментариями, они выходят в тех же больших газетах. Буквально сегодня, до того, как разговаривать с вами, я разговаривал с немецкой, с берлинской газетой. И в этом смысле можно не готовить какие-то открытые письма. Я пытаюсь обратить внимание на все то же самое, что и происходит там. Да? Я пишу о белорусских женщинах в тюрьмах. Сейчас, понятно, в связи с приближающейся годовщиной, да, хочется подвести итоги вообще всего того, что с нами случилось за этот год. В этом смысле там, я как-то выбрал для себя такую понятную стратегию. Может быть, в связи с этим это выходит реже, но мне кажется, что это точечнее. Во-первых, я стараюсь писать, когда действительно понимаю, что это может на что-то повлиять, там, как в случае отмены чемпионата мира, или как в случае там, взаимодействия с Красным Крестом, или как в случае взаимодействия там, со швейцарскими дипломатами в истории с Херши. Когда ты рассказываешь историю через гражданина, или когда ты взаимодействуешь с гражданами Европы, самим европейцам проще понять, что происходит. Да? То есть, когда я писал, например, про условия содержания Херши в белорусской тюрьме, мне, конечно, хотелось рассказать не только о ней, а о всех женщинах, которые находятся в белорусских тюрьмах. Но если ты просто пишешь о женщинах в белорусских тюрьмах, то это не так трогает каждого швейцарца, который читает газету в Базеле или читает ее в Цюрихе. Но когда он понимает, что гражданка Швейцарии находится в таких условиях, у них включается какая-то такая солидарность, которой, с одной стороны, мне кажется, мы научились в этом году, а с другой стороны, мне кажется, мы еще можем учиться дальше, потому что здесь включается какое-то такое сразу гражданское общество, которое спрашивает тут же, что мы можем сделать, как мы можем помочь, на кого мы еще можем повлиять. После каждой публикации я получаю письма от местных депутатов, от местных, от просто граждан, которые говорят, я прочитал вашу заметку, я направил ее тому-то, тому-то, я задал вопрос тому-то, тому-то. И в этом смысле журналистика здесь действует, потому что местные чиновники не могут не отвечать. И она действует, потому что всякий раз, когда я пишу о чем-то или задаю вопросы, редакции дублируют эти же вопросы, отправляют, скажем, Фазель не отвечал мне лично, но ему пришлось отвечать на газеты, ему пришлось отвечать швейцарскому телевидению. То же самое было с Мауром. Мауrer ответил мне в эфире швейцарского телевидения, но не ответил мне лично. Он мог бы не заметить просто эту заметку. Просто иначе работают механизмы, да? Иначе работает пресса. И в этом смысле я понимаю, что здесь, наверное, проще достучаться до людей, которые контактируют, здесь проще достучаться до компании «Один», здесь проще достучаться до компании «Штадлер», до Райфайзенбанка, который думает только о том, как спасти Приорбанк в Беларуси, да, ему совершенно наплевать на права белорусов. И в этом смысле я как-то стараюсь продолжать эту работу. Что касается истории с Тимановской, мне кажется, что все, и прослушав эту запись, которую сейчас перевели, как-то все очень хорошо понимают, что просто мы продолжаем сталкиваться с какими-то людьми из прошлого, из Советского Союза, которые вот несут эту ересь про дьявола, про долг, все вместе намешано в этих головах. Это какой-то такой совок, который нам по-прежнему нужно перебарывать.
Ну, я зараз слухаю вас, асабліва калі узгадалі гэтых чыноўнікаў, і так адразу нарадзілася думка, што вот было б цікава гэтыя вобразы гэтых чыноўнікаў убачыць у вашым якім-нибудь новым рамане, вот як бы яны выглядалі там. Дарэчы, вот А нема с думкі. этим, знаете, есть, простите, что я вас перебиваю, в этом есть проблема, потому что когда ты описываешь этих людей, когда я описывал там их бывшим сыне, или, скажем, я описывал таких людей и в Остроге, и в Стравле, у нас есть такая какая-то такая культурная, такой старый штамп, что персонаж не может быть плоским. Когда ты описываешь таких очень глупых людей, очень примитивных, тебе сразу литературные критики и читатели, которые вот считают себя какими-то такими прокачанными читателями, говорят, ну нет, так не бывает в жизни. В жизни все гораздо сложнее, в жизни персонажи гораздо сложнее. Мне кажется, я уже где-то даже говорил об этом, что в этом, во-первых, сложность, да, что у нас очень много плоских таких фанерных персонажей, которые дорвались до власти, вообще удерживают целую страну. И их сложно показать. С одной стороны, их очень просто показывать, да, и ничего не нужно выдумывать. Это какие-то такие ДСП-персонажи, которых вот там, как их словно и приводят на встрече с Лукашенко, когда они стоят и кивают, или когда, если вы посмотрите встречу Лукашенко со всеми его министрами, эти люди постоянно что-то записывают. И для меня вопрос, что они записывают в 2021 году, когда есть видеозапись потом всей этой встречи. Зачем они каждое слово сидят на бумажке, записывают? Где они находятся вообще? С какой планеты они сюда попали? Вот эти вечно кивающие. И в этом смысле проблема их описать. То есть если ты их напишешь так, как они действительно в жизни выглядят, ты напишешь очень глупого, какого-то простого, неинтересного персонажа. И на это тебя потом будут пенять и говорить, что ну вот, так не бывает. Он должен быть, у него должна быть какая-то вторая сторона медали, а мне кажется, что проблема в том, что никакой второй стороны медали у них нет. Вы паднялі такую важную тэму, правда, так зусім бокам, але пра тое, вот падвесці вынікі. Сапраўды, сёння 3 жніўня, праз 6 дзён 9 жніўня, фактычна гадавіна. Ну, а можна сказаць, што ў прынцыпе это пратэсты, ну і ўздым-то пачаўся раней, але 9 жніўня гэта ў прынцыпе нейкая такая якарная дата, як это называецца. Вот вы для сябе ўжо спрабавалі падвесці вынікі гэтага года? Якія яны? Ну, мне кажется, что, с одной стороны, сложно подводить итоги, потому что мы все равно находимся внутри ситуации, да, и она не закончилась. И мне кажется, мы находимся внутри травмы, и нам всем еще потом ходить психоаналитикам, и там через какое-то время мы там сможем через годы понять, что в действительности происходило. Я могу говорить там про себя только. Я понимаю, что я был, как и все, очарован, и, наверное, я был слишком наивен, потому что нам казалось там в сентябре, что все вот-вот закончится, да, что мы уже победили, и когда ты видишь, что миллионы сограждан на улицах, у тебя нет сомнений, что там тебя поддержит армия или милиция, что они перейдут на сторону народа, они будут поддерживать головорезов, которые фальсифицировали выборы и удерживают власть. И в этом смысле, мне кажется, что один из итогов, то, что мы увидели какой-то народ, который там проснулся, а многие никогда не спали. С другой стороны, мы увидели невероятную солидарность и сопротивление, и креатив, и увидели мирный протест. С другой стороны, мы были довольно наивны и увидели, что люди, которые прибегают к репрессиям, к силе, они могут удерживать власть, и на них не так легко повлиять, да, не так легко подтачивать этот режим. Там, дальше, мне кажется, что там, чем дальше развивались события, тем они грустнее и грустнее становились. Вот мы наблюдали ровно то, что и должны были наблюдать. С одной стороны, истории, какие-то потрясающие проявления человеческого духа, с другой стороны, там, проявления человеческой мерзости. Но мне кажется, что мы там, я все равно верю, что мы идем в каком-то очень хорошем темпе. Там, пока прошел только год, это целый год, да, но мне все равно видится, что рано или поздно это должно закончиться хорошо. Як ўсё ж такі як змянілася беларускае грамадства за гэты год?
Я чаму заўсёды пра гэта думаю? Я прыгадываю словы аднаго майго знаёмага украінскага палітолага, які сказаў, што вайна, якая пачалася ва ўкраіне ў 14 годзе, хаця б адну добрую справу зрабіла. Яна зрабіла, умацавала украінскую нацыю. Яна больш как бы так украінцы адчулі сябе украінцамі. А вот гэты год рэпрэсій як паўплываў на беларускае грамадства? Ну, для меня это очень сложный вопрос, потому что это такой вопрос у нас для отдельной дискуссии, отдельной программы, что такое нация, кто такие белорусы, да, потому что когда мы говорим про белорусов, то белорусы — это и люди, которые в ОМОНе работают, да, и люди, которые там сидят, как мы говорили, сейчас и записывают на листочке что-то и пытаются удержать власть, это все тоже белорусы. Да? Очевидно, что с этими людьми у нас равные выводы по поводу того, что произошло в этом году. Я думаю, что самое важное, что произошло, то, что люди действительно ощутили солидарность, ощутили общность. И для меня каким-то одним из самых важных итогов этого года стали вот эти вот домовые чаты, да, когда люди самоорганизовывались, когда люди помогали друг другу, и когда они не ждали какого-то человека, который придет и расскажет, что нужно делать. Когда они брали на себя инициативу, и они продолжают брать и по-прежнему продолжают брать на себя инициативу, и по-прежнему люди помогают друг другу. Такое дело, что просто изменился формат этой помощи, изменился формат этой активности, изменился формат протеста. Это нисколько не отменяет того, что протест очень силен в обществе. И там сейчас я вижу людей, которые, сидя на диване, тотальгируют по каким-то массовым акциям протеста и говорят, что вот белорусы никуда не выходят. Мне кажется, что сейчас нету необходимости даже никуда выходить, потому что протест висит в воздухе. Мы видим, как государство постоянно пытается рассказать, что все хорошо, постоянно пытается рассказать, что никакого протестного движения в Беларуси больше нет, и постоянно с этим не справляется. Мы видим, как сейчас пошли милиционеры участковые по домам, чтобы предотвратить выходы 9 числа. Да? И в этом смысле, мне кажется, самое важное, то, что, вот, повторюсь, белорусы стали понимать себя, не все, да, но многие белорусы стали понимать вот эту какую-то солидарность, о которой я говорил там, в отношении, скажем, швейцарцев. Они начали понимать, что они могут, что у них есть инициатива, что у них есть голос. И самое главное, они начали понимать, что должны работать какие-то институции, а не люди. И что вообще-то мы должны жить в стране, где там чиновники работают для людей, а не наоборот. Мне кажется, очень много изменений, каких-то прямо колоссальных, тектонических изменений за этот год произошло в стране. Але да таго моманту, пакуль сітуацыя ў краіне не зменіцца, пакуль Беларусь не стане іншай. Вот я гляжу, што адбываецца. Ну ладно, журналісты незалежныя, яны непатрэбныя, без іх можа быць лепей, а то тут клевешчуць пастаянна. Там праваабаронцы, нейкія там яшчэ недзяржаўныя грамадскія арганізацыі, ну таксама тут спрабуюць людзей звесці з правільнага шляху. Але вось гэта выдаўліванне з краіны спартоўцаў. Вот, прымушаюць з'язджаць выдатных спартоўцаў, выдаўліванне з краіны IT, якое прыносіла грошы, дактароў выбітных. У што ператвараецца вот Беларусь сёння? Вот, Мне проще, кажется, сказать всех. Вам не нужно перечислять. Вы можете просто сказать выдавливание всех из страны. И это ужасная трагедия. Мне кажется, что это как раз говорит о той гуманитарной катастрофе, которая происходит сейчас. И, к сожалению, нас ждет очень тяжелое восстановление многие годы, потому что у нас тоже не должно быть иллюзий. Мы понимаем сейчас, что, наверное, сотни тысяч белорусов покинули страну. У нас нет возможности подсчитать, сколько людей уехало в Литву, сколько людей уехало в Польшу, сколько людей уехало в Украину и в Россию, где нет границ, да. И в этом смысле уезжают действительно все, не нужно перечислять. Пенсионеры тоже даже уезжают. И уезжают все, кто просто могут уехать сейчас. И в этом смысле мы оказываемся в ситуации, когда из Беларуси уезжает огромное количество людей, которые не вернутся.
там хорошо, если вернется половина однажды, но и все, конечно, желают вернуться, надеются, но люди обрастают работой, обрастают семьями, их дети начинают ходить в школу, это не так просто потом по щелчку взять и вернуться в Беларусь в один день, когда там нужно будет всем вернуться. Да, этого тоже не стоит ожидать. Нужно понимать, что сейчас идет какой-то колоссальный отток людей из страны, и это очень сложно. А страной по-прежнему в то время, когда нужно там полностью изменить всю верхушку, изменить людей, которые там... Ну, я даже не говорю про людей, которые там театрами управляют или культурой, да, это же такой посредственности, которой единственным, что нужно быть верными. И мы сейчас наблюдаем за тем, как целой страной в центре Европы просто управляют верные люди, которых вообще не важно, у них есть какие-то профессиональные качества. Нету профессиональных качеств. Единственное, чтобы они кивали головой, там, в третий раз повторюсь, там, умели записывать что-то на бумажке. В этом смысле мне кажется, что это еще одна там какая-то большая проблема, с которой мы столкнемся позже, да, у которой будет такой эффект придет к нам. Мы сейчас видим, как разбито гражданское общество. Это же не в один день ты начинаешь понимать, да, что перестали работать все эти общественные организации. Результат у этого начнет проявляться там, через несколько месяцев, и это будет очень грустный результат. В этом смысле я там, как и говорил, так мне кажется, что мы, безусловно, после Лукашенко уйдет, получим страну в руинах. Дарэчы, вельмі цікавы каментар прыйшоў. Дзякуй вам, Саша, ад мінскіх пенсіянераў. Восенью вы нас так удохновили. Здорово, легко дышалось. Вы достойнейший человек. Поклон и уважение за неутомимость. Афина Афин с таким ником написала нам наша глядачка. Вельмі шмат падзякаў за бывшего сына. Саша, я яшчэ одно пытанне хацеў бы закрануць. Ўсё ж таки атрымліваецца, ну да, мы шмат гаварылі, абмяркоўвалі гэтую сітуацыю падзеленага грамадства. Падзеленага там па палітычных поглядах, там сімпатыях і гэта адно, там да сцяга стаўлення ці такі. Гэта ўсё можна зразумець, гэта зусім можна паразумецца, скажем так. А вось калі побач будуць жыць каты і ахвяры, вот як з гэтым быць? Ну, во-первых, они и будут жить, мы будем жить рядом. Это ничего не изменится. Нужно понимать, что не будет иллюстрации, не попадут во-первых, мы говорим не только про палачей, мы говорим про людей, которые содействовали палачам, мы говорим даже про гаишников, которые стопили людей и отправляли их потом на пытки. Да? Нам придется жить вместе с палачами, нам придется жить вместе с людьми, которые помогали палачам. И нам придется об этом говорить. Проблема в том, что уже сейчас нам нужно начинать говорить об этом и думать об этом. Нам нужно говорить с этими людьми и поднимать эти вопросы в обществе. Это ровно то, о чем я написал пьесу. Это тот ровно вопрос, который я ставил в «Тихорях». Там условно процесс происходит в 2030 году, да, когда нужно склеивать общество и когда нужно понимать, чего нам делать всем вместе. И там говорят и палачи, и говорят жертвы палачей. И в этом смысле мне кажется, что государство, которое сейчас вообще решает другие вопросы тактические, да, сейчас эти люди просто каждый день решают, как остаться у власти, они не мыслят стратегически. И, конечно, нам всем придется решать эти вопросы. И мне кажется, нам уже сейчас нужно думать. Не должно быть ни у кого иллюзий, что все люди, которые были причастны к пыткам или просто к давлению на белорусов, которые сражались за элементарные свободы, ответят: нет, они будут жить рядом с нами. Другое дело, что этим людям не позавидуешь, потому что они будут всячески скрывать свое прошлое, им не позавидуешь, потому что счеты с ними будем сводить там условно не мы, и даже не иллюстрации, мне кажется, не нужно далеко за примерами ходить. Можно посмотреть судьбы людей, которые там в Беркуте работали, да, или посмотреть судьбы людей, там, если еще дальше заглянуть, посмотреть, например, что стало с милиционерами, которые были когда-то в Латвии, в Литве и в Эстонии, когда эти страны сражались за
независимостью, а вот эти люди там продолжали давить собственный народ, поддерживая там советскую власть. И у всех этих людей очень грустные судьбы. Они, как правило, или спивались, или искали поводы там уехать, или, в общем, как-то не справлялись с психологическим давлением, они понимали, что им нету места в будущем. Да. И ровно так же, мне кажется, я повторяю, постоянно об этом говорю, мне кажется, что это одна из причин, почему власть сейчас так сражается, такие загнанные в угол вымирающие динозавры, которые просто понимают, что им в будущем нету места. Там, понимаем, что все эти пропагандисты, которые там кричат каждый день, им нету места в нормальной стране. Им придется искать работу. А как ты можешь найти работу журналиста, если ты был пропагандистом и кричал там и разговаривал с петлей, которая висит? Да? О чем ты можешь? Все, у тебя закрыта профессия не потому, что ты занимал одну из сторон, а потому, как ты действовал. Да? Какую работу смогут найти силовики, или люди, которые пытались? Им придется ответить в суде, а после этого это какой-то такой вечный позор, и они там, не знаю, смогут работать на какой-то работе, где их, наверное, никто не будет замечать. И в этом смысле ими движет какой-то элементарный страх будущего, ими движет понимание того, что им нет места в этом будущем. Все эти силовики, которые, я думаю, для них там какой-то колоссальный страх понимания того, что им придется жить в стране, где нужно будет выучить английский язык, например, да, в какой-то стране, где будет свобода, и люди смогут говорить все, что угодно, и они вообще не понимают, как это, и что им делать с этим. И в этом смысле, мне кажется, нам нужно разговаривать уже с этими людьми, потом продолжать разговор, да, диалог, как бы нам сейчас не казалось странным, и как бы пафосно это не звучало, нам нужно пытаться объяснять им, что, с одной стороны, многим из них придется ответить, а с другой стороны, даже им найдется место в новой стране. Просто им придется приложить какие-то усилия, придется найти новую работу, им придется там, получить образование, потому что нам не нужно будет столько силовиков. Нам не нужна армия, которая сейчас занимается тем, что переодевается в штатское, берет красно-зеленые флаги, расхаживает с ними и потом возвращается в часть. Это же позор, как человек военный может вообще согласиться делать это. Это что, он присягу давал выполнять такие спецоперации? Или как мы должны будем относиться к нашим пограничникам, которые сейчас заняты тем, что вывозят тысячи беженцев на границу с Литвой и провожают их, говорят, идите туда. Но мне кажется, что, во-первых, этим людям придется самим с собой там прежде всего договариваться, и сейчас они договариваются. Во-вторых, нам, не знаю, придется с ними вести диалог и говорить им, что, ребят, давайте перевернем эту страницу, а теперь вы найдете себе нормальную работу, если сможете. Саша, а вам не падаецца, што нам яшчэ давядзецца, можа быць, нейкім чынам пазмагацца за незалежнасць краіны, бо ўся гэтая падтрымка беларускага рэжыма Масквой, за яе ж трэба будзе нечым расплочвацца рэжыму, і шмат перасцярог, што можа быць зараз вот нейкімі там падпісаннямі дарожных мап, там уваходжаннямі ў нейкія там новыя там дамоўленасці, і гэтак мы можам страціць незалежнасць. І вот ці гатовыя мы яшчэ і не толькі за новую Беларусь змагацца, але і за суверэнітэт. А я очень извиняюсь, что я отвечу вопросом на вопрос, но у меня в этом смысле всегда есть какой-то... А вы уверены, что у нас сейчас есть независимость? Да, Вы уверены, что гэта мы... важнае пытанне, да, згодны. Просто когда мы говорим про то, что мы будем сражаться за независимость, если там вдруг идет... Я не уверен, что сейчас у нас есть независимость. Мы не знаем, о чем человек, который называет себя президентом Республики Беларусь, разговаривает с Путиным, когда ездит к нему на поклон. Мы вообще не представляем, о чем они разговаривают. Мы вообще не представляем степень влияния, которую сейчас Россия оказывает на Беларусь. Мы не можем это посчитать, скалькулировать, мы не можем это понять, потому что мы живем 26 лет в стране, в которой вообще ничего не понятно, в каком мы свете находимся сейчас. Да? Поэтому в этом смысле, когда
там Лукашенко все время рассказывает, вот, мы там потеряем суверенитет, это идет давление на нас. Он все время рассказывает про то, что там нам опасность идет с Запада, но все время намекает на то, что на самом деле это нам опасность грозит со стороны России. Да? Что вот если я уйду, я единственный человек, который может противостоять России и сдерживать там независимость, и вы как-то должны до этого догадаться все, да, что на самом-то деле я просто не могу вслух озвучить, что наши братья нас поглотят. Так озвучь их. Я вот твердо убежден в том, что белорусы готовы сражаться за собственную независимость, они просто не готовы сражаться за несколько резиденций, они не готовы сражаться за Лукашенко и его сыновей. Это какие-то разные вещи. Давайте мы встанем перед этим вопросом. Пока он перед нами не стоит из-за вот этих каких-то размытых условий, из-за каких-то этих размытых постоянно, из-за того, что мы просто не понимаем, на каком мы свете. Когда мы окажемся перед этой проблемой, мы сможем ее решать. Но там, я повторюсь, я не знаю, там много вы общаетесь с политологами, с политиками, историками, они, вероятно, знают о степени нашей независимости. Я, как обыкновенный гражданин и как писатель, не понимаю вообще, являемся ли мы независимым государством или мы сейчас что-то вроде Республики Татарстан. Принимает ли Лукашенко сам решение или не принимает? Какие решения принимает его няня, вот этот Макей, который ходит все время с Колей Лукашенко в ассамблее? Кто это? Это министр иностранных дел независимого государства или кто? И в этом смысле у меня нет ответа на ваш вопрос. Сапраўды вот не ведаем. Мяне вельмі здзівіла аднойчы тут тыдзень таму у мяне ў эфіры быў эксперт белай Русі, такі праўладны палітолог Пётр Пятроўскі, і калі зашла размова пра дарожныя мапы, ён развёў рукамі і сказаў: а вот я і вот мы ж не ведаем, што там у тых дарожных мапах. Так вот, калі нават вот там И он считает это нормальным. Он считает, что граждане страны не должны знать, о чем разговаривает президент в дорожных картах с другим президентом, что они там обсуждают постоянно. И он считает это, вот провластный политолог считает это нормальным, да? ну как-то вот не вельмі нармальным, ну кажа, ну што ж абмяркоўваць, калі мы не ведаем, што там напісана. Ну класс. Ну хорошо. Добра. Да. Саша, і на завяршэнне такое можа быць лірычнае пытанне. Мы даўно яшчэ калі размаўлялі яшчэ да гэтых пратэстаў, калі нават уявіць мы сабе не маглі, што будзе такі жнівень 20-го года, але вы заўсёды з такой цеплынёй казалі пра Мінск, што это родны горад, як вы заўсёды з такой радасцю прыязджаеце ў Мінск. Ну вы там выраслі, дзе ходзіце па вуліцах і ўзгадваеце, вот тут вот у дзяцінстве са мной было то, там у юнацтве вот у мяне была такая, тут у мяне было рамантычнае спатканне, вот там яшчэ нешта. А вот зараз прыязджаеце вы ў Мінск і гэтыя асацыяцыі, як яны зменяць Мінск, калі вот на гэтым месцы забілі Рамана Бандарэнку, вот на гэтым месцы загінуў Тарайкоўскі, вось на гэтым месцы крывава разагналі акцыю, вось тут вот пенсіянераў ганялі, вось у гэтым раўсе збівалі і катавалі людзей. Ну, это жизнь, да, это то, о чем мы все должны помнить. Мы просто должны, во-первых, когда у нас будет возможность, мы должны на всех этих местах установить, эти места должны стать памятными, да, не так, как сейчас действует власть, когда она пригоняет там мусорку и ставит помойку, да, на месте убийства. Мы должны помнить об этом, и помнить об этом максимально долго, потому что вся эта вещь с памятными местами, это же какие-то ровно для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли, мы должны просто там Минск станет другим для нас, не в смысле того, что мы перестанем его меньше любить или у нас не появится там пропадут места, которые мы любили, да, просто у нас появятся такие же, как, не знаю, вы растете, вам там 7 лет, 9 лет, потом вам становится 30 лет, у вас появляются на теле шрамы там, на разных частях вашего тела из-за каких-то ситуаций или там, катастроф или драк, у вас появляются шрамы там, на голове, на руке. И это какие-то шрамы, которые останутся там, на лице нашего города. Мы просто должны эти шрамы не затирать, не забывать о них, а говорить там, чего говорить, если у нас в центре города рядом с моим домом стоит памятник Калинину, да, ну, так и будет продолжаться.
пока мы все это не изменим. Поэтому в этом смысле мне кажется, что мы должны это принять. Тот 20-й год, который случился с нами, эти травмы, которые нам нужно будет не скрывать и говорить об этом. И каждый день, наоборот, каждый день, проходя мимо этих мест, мы должны будем вспоминать о том, что там происходило, и рассказывать об этом своим детям и внукам, ровно для того, чтобы это не происходило. Такая там, с одной стороны, мне кажется, шрам, с другой стороны, это такая прививка для организма, для всего общества, чтобы помнить, что вот было и так, да, и если мы там в очередной раз, допустим, когда-то пропагандистов, или если мы дадим слабину силовикам, то они вновь превратят это, и они вновь превратят страну в то, во что превратили, исключительно удерживая власть. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, да, чтобы не в том, что это произошло ужасно, а в том, что такие места будут, они должны быть. Другое дело, как мы будем работать с этой памятью, да. Другое дело, что мы сделаем, какие мы мемориалы сделаем на местах, там, в честь кого мы назовем потом улицы. Вот вопрос. Но мне кажется, у нас совершенно точно есть герои, которые должны стоять вместо Калинина. Цалкам згодны. Дзякуй вялікі. Саша Філіпенка, Зміцер Лукашук у Спасибо. сумесным проекте Еврорадио и Е-промова. Будьте разом з нами.